Дилан Сальвадор, Арман Аспанов, они уже в клетке, и мы видим 28 лет. Французу Дилан Сальвадор представляет именно эту республику, но чуть позже об этом. Featherweights inside the Eagle FC Steel. Your three judges scoring this bout will be Hector Gomez, James Lazaro, and Eliseo Rodriguez. Introducing first, fighting to my left out of the blue corner. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in officially at 149 pounds. His record includes 2 wins against a single defeat, fighting out of Atlanta, Georgia. Ladies and gentlemen, please welcome Dillon Salvador. And across the steel, his opponent fighting out of the red corner. He stands in at 5 feet 10 inches tall, weighing officially at 146 pounds. In 15 professional bouts, his record consists of 11 wins against 4 defeats. Joining us from Shymkent, Kazakhstan, ladies and gentlemen, please welcome Arman Sankar Ospanov. And your referee in charge is Alan Abeliz. Дилан Сальвадор живет в Соединенных Штатах, представляет Францию, и мы увидели даже капу у него с французским флагом. Знаменитый тай-боксер, кикбоксер французский, у которого больше 70 поединков в профессиональном кикбоксинге. Выступал он даже в крупнейшем кикерском промоушене в Глории и дрался там даже за пояс в какой-то момент. Рекорд в ММА у него по одним данным 2-1, вот нам показали это на графике, по другим данным 3-1, но в любом случае одно поражение у него есть, причем в последнем поединке от Али Зебиана. Ну, Арман Аспанов — это крутой самбист, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира по боевому самбо. Также, помимо всего этого, этот спортсмен из Казахстана успел дважды забрать чемпионат Азии по бразильскому джиу-джитсу, с 15 профессиональными боями уже по ММА, в каких лигах только не выступал, в ПФЛ тоже появлялся, не столь удачно, как раз после поражения в ПФЛ он и идет. Но, например, в том году нокаутировал в ACA Расула Мирзаева в первом же раунде. В общем, Аспанов — это такой яркий боец, весь Казахстан его поддерживает, топит за него, так что для них примечательный сегодняшний бой. Ну и на всякий случай скажем, что Дилан Сальвадор в кикбоксинге сумел одолеть такого человека, как Гига Чикадзе. И лоу-кик в исполнении Сальвадора. Ух ты, фирменный удар с разворота от Армана Аспанова. Мы помним фантастический нокаут вот таким ударом в России от этого парня. Еще один лоу-кик. Очень ярко начиналась карьера Армана Аспанова. Без поражения он шел. Прочили ему огромное будущее, в том числе и в сильнейших мировых промоушенах. Но вот в последние годы немного забуксовал. 9-0 в свое время было у Аспанова. Сейчас в итоге рекорд 11-4. Не все так гладко в последней партии боев. Но опять же, и уровень оппозиции резко вырос. Это тоже надо понимать. Обрабатывает правую ногу Армана Аспанова Дилан Сальвадор. И даже спрятал ее сейчас Арман. Очень спокойное начало. Разведка. Вот буквально пару первых. Ух ты, сейчас первые как раз попадания пошли. До этого мы видели от Сальвадора буквально только лоу-кики. И вот сейчас они уже начали обмениваться более серьезными ударами на руках. Подступает Сальвадор. Аспанов дает ему эту возможность. И вот-вот парни спустят курок. Фронт, кик от Армана. Ну, видимо, в бандаж пришелся этот удар. Куда-то в ту область. Ну, взял буквально секундную паузу Дилан Сальвадор, поправил обмундирование и говорит, что готов продолжать. И, собственно, бой возобновляется. Опять жесткий лоу-кик от Сальвадора, и тут же обмен. Пока так и не скажешь, кто здесь лидирует. Парни присматриваются друг к другу. И это продолжается уже практически 3 минуты. Кто первый нащупает дистанцию и пойдет в атаку. Поддавливает Арман Аспанов. Идет бороться Арман. Он припугнул тейкдауном, сам же тут же перешел на верхний ярус. Сейчас хайкиком пытался цепануть его Сальвадора, но в плечо пришел удар. Вот, кстати, несмотря на кикбоксерскую базу, есть пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу у Сальвадора. Но навыки его в этом аспекте, пожалуй, не протестированы как надо. И вот Арман Аспанов сейчас получает возможность это сделать. Прихватил ногу, тут же перевел. И есть возможность поработать в партере.
Закрыл гард Сальвадор. Как раз советует Оспанову работать локтями. И попытался он это сделать именно сверху. Одним ударом пока ограничился. Сальвадор его вяжет, цепляет. Вот, хотел припугнуть его Сальвадор. Какой-нибудь. Вскакивает Арман. Сейчас заряжает сверху. В корпус пару ударов пытался запустить. Рефери уточняет и говорит, что был удар в пах, заметил рефери. Когда Арман заряжался сверху. Ну и бой продолжается. Это самое главное. Сальвадор в порядке. Оспанов снова сверху. 50 секунд до конца раунда. В топ-позиции Арман. Высокий гард пытается накинуть сейчас Сальвадор. И, казалось, отбрасывал его ногами француз, но Арман Оспанов снова тут как тут. Практически обошел гард, но нет, все-таки вернул его. Сальвадор. Опасно так орудует ногами Сальвадор. Подсказывает. Замечание сейчас уже именно Сальвадору насчет работы ногами, чтобы не попадать в паховую область, поскольку он уже чуть Оспанов туда не зарядил, а Арман забирает спину. Но, да, не идет за удушкой, слишком мало времени. Бросает. Ух ты! Какой суплекс получился в исполнении Армана Оспанова. Финальные секунды раунда, но... Вот 10 секунд до конца. Успеют ли еще обменяться ударами под конец? Ну и видим, держится на дистанции казахский боец, минимизирует риски. В итоге тот бросок стал последним ключевым действием в этом раунде. Думаю, что во второй пятиминутке все начнет развиваться несколько быстрее, поскольку первые 3 минуты они пытались подступиться друг к другу, найти как раз таки, как работать, подобрать ключик. Сейчас события начнут. Давайте посмотрим еще лучший момент этого раунда. С разворота заряжал Арман. Красиво. Чуть-чуть не рассчитал, да. Если бы дистанция была чуть дальше, Арман Оспанов мог бы и вырубить своего оппонента. Удар ногой в голову. В принципе, прилетел он от Сальвадора. Тогда в лайве мне показалось, что не дотянулся, что он в плечо пришелся. Но нет, стопа так нахлестом все-таки долетела до головы. Да, будем надеяться, что разведка у нас позади. Второй 5-минутный отрезок предстоит. И вот, собственно, начало его уже положено. Поддавливает Дилан Сальвадор. Ну, нравится ему работать лоу-киками, нравится выбрасывать свои удары ногами. И неплохо у него это получалось в первой половине первого раунда. Но потом включил борьбу Арман Оспанов. Идет вперед Сальвадор. Пока ни одного лоу-кика во втором раунде. В первом их было довольно много на старте поединка, только ими и работал. Повыше заряжает ноги сейчас Сальвадор. Уже ищет способ нанести урон посерьезнее. Арман Оспанов! Опрокинул, только опрокинул. Врывается сейчас с граунд энд паунда. Буквально Арман. Несколько хороших ударов в голову прилетело. Было попадание в пах. Это причем даже в динамике было заметно. Не нужен нам даже замедленный повтор. Ну и снова у нас пауза. Уже в 3-й раз за этот бой кто-то кому-то пытается зарядить в пах. Причем и Сальвадору делали замечание на этот предмет. И Арман уже в том раунде. Неудачные бои на предмет запрещенных мест для ударов. Не сказать, что был потрясен после того удара вертушкой Дилан Сальвадор, но тем не менее вот эта пауза должна пойти ему на руку. И мы видим, что есть такая сечка на лице у Сальвадора. Все, бойцы готовы. Снова Сальвадор быстро вернулся в бой. Такой же эпизод у нас был в первом раунде. Прижимает соперника к сетке Арман Оспанов. Крови уже довольно много, и я так понимаю, что она с лица Дилана Сальвадора. Да, под левым глазом есть у него сечка, не маленькая. В клинче работают. Пытается Сальвадор даже вот так, стоя у сетки, отрабатывать как-то коленями, да, цеплять Оспанова. Попадает, нет-нет, да попадает в корпус.
Вырвался все-таки. Сальвадор пропустил сейчас парочку в голову, но хорошо держал блок. Как же резко вылетает удар у Армана Оспанова. Казалось бы, ничего он не делает, а затем просто разряжается. И как успевает все это блокировать Дилан Сальвадор? Оспанов чуть не съел. До этого колено в голову, но сейчас я не об этом. Уже у нас эпизод в клинче, который как раз-таки запрещенный со стороны Сальвадора. Ответное колено в пах. К сожалению, вновь удар в ту зону, в которую лучше не бить вообще никак. Обстоятельств, естественно, никто из них и не планировал туда заряжать. Просто вот так вот легли карты. Восстанавливается Арман Оспанов. Ну и, естественно, уже готов продолжать битву Дилан Сальвадор. Ух, сразу начинается бой с разворота от Оспанова. С ногой влетал. И пошли обмениваться. Подходит Очень хорошо, флоу-киком. жестко попадает Дилан Сальвадор. И вот, может быть, такие размены на ближней дистанции как раз на руку именно французу. Насколько жестко во втором раунде работает Дилан Сальвадор. Но вот сейчас опрокидывает его, просто проваливает Арман Оспанов. А пауза как будто пошла на пользу Сальвадору после перерыва. Довольно хорошо так активизировался. Спортсмен из синего угла. Пошел лоу-кик быстрый. Правая нога так прилично уже подразбита у Армана Оспанова. И мы видим, какой след у него чуть выше колена. Меняет еще и стойки периодически Арман. Ну, Сальвадор сейчас понапористей, так, поагрессивнее. И снова как будто бы попадание в пах. Не может быть, чтобы такое количество ударов в эту область обоюдно у нас пришлось на один бой. А говорят, молния в одно место 2 раза не бьет. Ну, здесь бьет уже раз в 6-й, наверное. В 4-й уж точно. По 2 раза на каждую сторону можно насчитать. Жаль, очень жаль. Лоу-кик. Вот подходит Сальвадор, и здесь вот, видимо, был запрещенный удар. Рефери, по-моему, последнее предупреждение сделал. Сказал, что больше он этих ударов не потерпит. Ну, скорее всего, будет минус балл кому-то, если опять случится подобное. Ух, выбивает почву из-под ног Армана Оспанова. Дилан Сальвадор и забирает спину. Ну вот посмотрим, где этот пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Смотри, мгновенно заправил ноги, идет за удушкой Сальвадор, пытается нащупать. Не получается продеть руку под подбородок Армана. Арман пытается развернуться. И получается у Оспанова это сделать. Ну, Сальвадор такой сильный товарищ, еще и свежий, встает, разворачивает. Дрался до конца за позицию Армана Оспанов и вроде бы даже выиграл ее. Но Дилан Сальвадор додавил, и сейчас, пусть и не в такой хорошей ситуации он, но, тем не менее, теснит оппонента к сетке. Ну, обстреливает Сальвадор его сейчас у сетки. Много ударов в голову уже зарядил. Периодически на корпус колени переводит. Неплохо, очень неплохо складываются дела у Сальвадора. Попытка бросить не увенчалась успехом. Остались они в стойке, но... Да, еще одна попытка. Оступился. Оспанов пропускает в голову. Есть Удар ощущение, ногой. что потрясен Арман Оспанов, и Дилан Сальвадор уже разряжается. Он хочет закончить этот бой досрочно, Оспанов его вяжет. Несколько отличных ударов от Сальвадора здесь у сетки мы углядели. Ну, сам же потом сбавил темп. Дилан. 25 секунд до конца раунда. И еще один удар в пах. Причем тоже здесь, по-моему, все бесспорно. Арман Оспанов, но рефери этого не увидел. Локоть сейчас от Сальвадора. В клинче, конечно, сейчас Дилан диктует условия. И немало хороших попаданий вот за последние там, секунд 30-40 мы от него увидели. Хотя вот подгонку уже у нас легкое затишье. Вышибает коленями бедра сопернику. Ну, такие обозначительные удары. А вот сейчас в корпус хорошо вошло и левой рукой добавляет. Еще один удар от Дилана Сальвадора. Разворачивает соперник Арман Оспанов. Да, и делает замечание рефери, потому что хвататься за сетку нельзя. Тут же Оспанов еще раз схватился, но вот сейчас уже развернулись бойцы, уже это не актуально. Опять колено в корпус. Но вот сейчас было видно, что явно не в пах это колено пришлось. Подустал немного Арман Оспанов. Очень энергозатратный раунд. Столько сил, неприятная борьба за позиции.
неприятные клинчи. Ну и настоящий обстрел устроил Дилан Сальвадор как раз таки из клинча. Очень много ударов запустил, особенно колени. Бешеное количество коленей в корпус прилетело совокупно за этот бой от него. Яркие моменты раунда мы видели. И нокдаун в исполнении Армана Оспанова. И затем потрясающий ответ в исполнении Дилана Сальвадора. Посмотрите, бой окончен. Рефери подает соответствующий сигнал. Арман Оспанов не может выйти на раунд. Неожиданная развязка. И Дилан Сальвадор празднует победу. Да, по итогу, получается, победил Сальвадор техническим нокаутом по причине невозможности его соперника продолжить бой.